Ассаламу алейкум. Это информационная программа «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Подведены итоги за год. Президент Российской Федерации на прямой линии ответил на вопросы населения и журналистов. Просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Палестинские беженцы, воссоединение разведенных семей, сроки СВО и многое другое. Рамзан Хаджи Кадыров также провел прямую линию. Через 5 лет город Грозный и многие города новые будут неузнаваемые. Они пали героями. В Грозном почтили память журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Президент Российской Федерации ответил на вопросы граждан страны и журналистов. Прямую линию в этот раз объединили с пресс-конференцией, которая длилась более 4 часов. Владимир Путин говорил о взаимодействии с дружественными странами, о резком росте цен на некоторые товары и многом другом. Глава государства дал максимально развернутые ответы на все поступившие к нему вопросы. Для такой страны, как Россия, ее просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет, во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует, и в котором существовала 1000 лет. Поэтому главное – это укрепление суверенитета. Но это очень широкое понятие. Укрепление суверенитета внешнего, так скажем, это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета. Имеется в виду обеспечение, безусловное обеспечение прав, свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма, и, наконец, это обеспечение безопасности в сфере и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета. Не обошли стороной ситуацию на Ближнем Востоке. Что касается наших усилий, вы знаете, что был недавно и в 2 арабских странах, он консультировался с нашими друзьями в Саудовской Аравии, в Объединенных Арабских Эмиратах. Первое. Нужно сохранить людей в Газе. И с Египтом тоже мы в контакте. Второе. Нужно оказывать массированную гуманитарную поддержку людям. И вот мы, когда в Эмиратах были, я был в Эмиратах, выяснилось, что эмиратская сторона создала там в Газе недалеко на территории Газа, но недалеко от Рафаха, от пункта пропуска и от египетской границы, открыла там госпиталь полевой. И мы поговорили на тему о том, что было бы возможным, чтобы и Россия там же открыла госпиталь свой на стадионе. Прошел ежегодный прямой эфир главы Чеченской Республики. Рамзан Хаджи Кадыров ответил на вопросы населения и журналистов. Разговор получился весьма содержательным и плодотворным, отметил лидер субъекта. Затронули темы социально-экономического развития региона, спецоперацию на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и многое другое. Обо всем подробнее в нашем следующем сюжете. В ходе прямого эфира Рамзан Хаджи Кадыров отвечает на вопросы населения и журналистов. Поднимаются самые актуальные темы. Глава Чеченской Республики в самом начале похвалил работу правительства региона. Благодаря их слаженной деятельности все идет по намеченному плану. На сегодняшний день, если сказать, дать оценку, какую оценку дал правительство, на все 5, было бы взаимодействие с федеральным центром, взаимоуважение, компетентность, прозрачность, доверие со стороны правительства, администрации президента, руководства государства, лице президента. Чеченская Республика стремится быть первой во всех направлениях, говорит Рамзан Хаджи Кадыров. Каждая сфера региона развивается в быстром темпе. Хотим, чтобы республика была на первом месте во всех отношениях, чтобы у нас не было проблем с безработицей, чтобы у нас не было по линии образования, здравоохранения, туризма, сельское хозяйство, чтобы у нас абсолютно не было никаких проблем, чтобы люди утром выходили на работу, вечером возвращались домой, чтобы детям создавать условия, не только в России создать условия лучшие, даже в мировом сообществе, самый благоприятный регион для всех слоев населения. Мечтаю, через 20 лет, у меня в голове, через 5 лет город Грозный и многие города новые
будет, да, он неузнаваемый, да, он красивый, да, и со всеми удобствами, да, Мулан. Рамзан Хаджи Кадыров рассказал о беженцах из Газы. Для них были созданы все необходимые условия. Менталитет чеченцев всегда славился своим гостеприимством и добрым отношением к гостям. Если да, нуждаются люди, если они к нам обратились, приехали к нам, да, менталитет МС, да, по-другому, да, относиться да еще, что сказать, да, обычаи, традиции не позволяют нам, да, молодон, дайма, да, هیچ اوردان سودان این دست دوش ندان هیچ اوردان تعلق جوله توش دان هیچ مطلبه توش دان دائما حد احمد و دستان صدر دان конечно дон мы будем создавать все условия дон для них как и для граждан нашей республики. Одна из волнующих тем – СВО. По прогнозам Рамзана Хаджи Кадырова, спецоперация завершится уже следующей весной победой России. СВО дон надо баст дон на следующий год дон июль дон конец года дон если уже у них дон исчерпаны до все возможности, да, человеческих ресурсов у них не хватает, средств денежных тоже, да, у них нехватка, да, с оружием у них проблемы, да, он. За время прямого эфира Рамзан Хаджи Кадыров ответил на более чем 50 вопросов, а их общее число превысило 8 тысяч. Все они будут рассмотрены и приняты соответствующие решения, заверил глава Чеченской Республики. Ислам Ершов, Аслан Висхаев, «Неделя». Глава республики посетил церемонию открытия новой базы батальона имени Байсангура Биноевского. В полной боевой экипировке и снаряжении выстроились 300 человек личного состава. В ходе мероприятия Рамзан Хаджи Кадыров передал погоны генерал-лейтенанта начальнику управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарипу Делимханову. Также указом президента Российской Федерации глава региона вручил медали ордена за заслуги перед Отечеством и за отвагу ряду отличившихся сотрудников. Подробнее в сюжете Дианы Хармуш. Церемония открытия новой базы батальона имени Байсангура Биноевского началась с исполнения гимнов России и Чеченской Республики. На плацу в полной боевой экипировке и снаряжении выстроились 300 человек личного состава батальона. Почетный гость мероприятия – глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. В своем выступлении он рассказал о легендарном герое чеченского народа Байсангуре Биноевском. политика лавац, дон цадона, даже вагит навац, цадон вахи план якандона, шин халхар чудон эскашкак шалавац, ша халхар даим лечош дона, даим там дядона, тулан бакш дона, шеди عارف السلاد عدلوش دونه ادمي برت خلالوش شي سدان دلود برنتنان گوردي دونه وي قوناچن صرخ دونه بترن قولر داكا تنيوني تيدون وي حالي بر إذا هو يتناجي دونه داكا سيلاچن بيت سيلاچن دون ما خاد خورداس قوناچن ما خاد خورباس باش خو ناچ كيز دون أحمد حجينا دونه شاد بوح وعبلچين ها يحيى لقون خوي ما يردون الله شلون دون ناچي دونه ملخلچي ملچ دون أول خلچي دون تنس دون أحمد حجي دونه دائما نجاجلو الله. Также перед собравшимися выступил командир отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии страны Сергей Задорожный. Он поблагодарил главу региона за регулярную помощь и поддержку военнослужащих, а также за новую воинскую часть. Сегодня с этой трибуны хочется сказать, безусловно, и я думаю, что это будет общее мнение, выразить огромную благодарность нашему главе Чеченской Республики за тот неописуемый огромный вклад, который был вложен им лично по управлению строительством этого великолепного сооружения батальона, за формирование новой боевой единицы нашей Росгвардии. Сегодня мы снова сформировали новую воинскую единицу, которая, я думаю, в ближайшем будущем проявит себя как настоящее боевое формирование. В своем выступлении депутат парламента Чеченской Республики Магомед Хамбиев отметил вклад Рамзана Хаджи Кадырова в возрождение и процветание региона и выразил благодарность главе республики. Рамзан Ахматович дал тихай беркте юйлокан. Дала вайқоман пайденьорш, вайюх кайчуиттош. Силхч эяқыч, вайнтурпулгоч, вайқом
تأقيش خلوش بوزغر سي أوش وين سي أوش حسي أوش حون متحبوش قومن متحبوش دالا إرسيا نقول خير. Командир батальона имени Байсангура Биноевского поблагодарил за оказанное доверие, а также отметил, что бойцы готовы преданно защищать интересы Родины и выполнять поставленные руководством страны задачи. تانسان بوصل بين بايدي واش دنيا نادو بيش واش دال حوام الوقت تونزا والله كنت قرر تان قودين بالتيشم اتون دوق دزل ديس تون داش نشتو داش نشتو تشي توش ديسن دول دات والله حد بريتاز دنيا ني معي دادا اختي تي ما دوتو اعلن شيخ دا تريسينوش دادا تي ما دوتو احمد تكبير. Также перед собравшимися выступил потомок Байсангура Биноевского. قيت مخل والش دالا شي ليخ تعديك بولخ بالش خينا ح دوزل لي تامش بوق مليكش حلقه ح شي لينو دين دوشتل ديك دقرال بق الله رمضان حج احدش دوشتل ديكنشا قيت مخل والش دال مليكش لقر مخ دور بوش نوختي مخ بيخش بوش بول يحيل دوينل دول ديكش نوختشا بق الله ديلي دعيس حويخش مخ دوشا تخون ميخل دعونا. В ходе церемонии глава региона передал погоны генерала-лейтенанта начальнику управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарипу Делимханову. Также Рамзан Хаджи Кадыров вручил медали ордена за заслуги перед Отечеством и за отвагу ряду отличившихся сотрудников. Присвоено воинское звание высшего офицера. Генерал-лейтенант, генерал-майору Делимханову Шарифу Султановичу, начальнику управления Росгвардии по Чеченской Республике. Служу России! Ахмад Сила! Аллаху Акбар! После награждения военнослужащих прошла церемония открытия мемориала имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В знак уважения присутствующие возложили цветы. После прочтения дуа главе региона передали именной меч Байсангура Биноевского и значок, который является символом спецподразделения. Диана Хармуш, Адам Арсанукаев, Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Угроза ваххабизма для мусульманской молодежи. Лекция на эту тему прошла в ГГНТУ имени академика Миллионщикова. Помощник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов рассказал студентам о богословско-правовых школах, религиозных течениях и о цепочке передатчиков хадисов. В своем выступлении богослов отметил важность изучения ислама, в частности, хадисоведания. Также в ходе мероприятия учащимся вуза раздали буклеты с информацией о заблуждении Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба и его последователей. محمد ابن عبد الوهاب سنة سلادي دونان شوح يرجنا وي مخكا قيتشر سار دوق بيتندير اش باان دورشت وان بيلير سار وقتو بيتندير بوصو بنوختي قام ديقا ديقر شاش بي بوصو باتا خيتش كده عمل له كرستا خيتش просто залпом такфирит беш бой нах за такфиром что идет абусул бат значит хаве вес все обвиняют тебя в неверии он двешу. Когда обвиняют тебя в неверии, тогда, когда у тебя нет основы ислама, науки, علم ناخر حياس علمادوش بخبرش علم ده سيحويقع أقاحا شابش تكفيريت بشا إش بوصوبات بغوشا حيخيك دي لقع وما كعساليلي نكسن это о чем говорит? Все те, которые следуют пути ваххабизма, Мухаммад Абдуль-Вахаба, их научная цепочка срывается на Мухаммад Абдуль-Вахабе. Почему? Потому что он затакфирил всех своих шейхов, всех ученых современности. Крупнейшая мусульманская школа Франции осталась без государственного финансирования, а мечеть Великобритании получает угрозы террористического характера. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей рубрике «Умма». Крупнейшая мусульманская школа Франции осталась без государственного финансирования. Причина – учебная программа, соответствующая исламским ценностям. Учреждение было основано 20 лет назад. Противоправные действия против него последовали.
после проверки специальной комиссии, которая поставила под сомнение преподавание мусульманской этики. Совет по американо-исламским отношениям опубликовал новые данные о нарушении прав верующих. Они показывают рост преступления на фоне ненависти к мусульманской общине. За 8 недель отделение Совета получило около 2500 запросов на помощь. Это говорит об увеличении на 172% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одна из крупнейших мечетей Великобритании получила угрозу террористической атаки по электронной почте. Лондонская полиция оцепила святыню, из которой были эвакуированы прихожане и сотрудники. При осмотре здания не обнаружено ничего подозрительного. После проверки силовиками мечеть была снова открыта для посещения. В Италии по распоряжению мэра были закрыты 2 исламских центра. После этого власти воспрепятствовали проведению молитв в бывшем супермаркете, объявив его строительным объектом. Верующие выражают негодование по поводу откровенной дискриминации со стороны властей. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. Памятную дату в честь погибших журналистов отметили в Доме печати. На мероприятии присутствовали представители семей погибших журналистов, руководители и работники СМИ региона. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил отвагу и мужество сотрудников СМИ. Также в ходе мероприятия родственникам журналистов вручили ценные подарки. Наш первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, говорил, что его оружие – это правда. И против этого оружия бессильна любая армия. Это истина. Против правды бессильно любое оружие или любая сила. И как раз такие информационщики, наши с вами коллеги, в первую очередь отдавшие свои жизни, они боролись за правду. В завершении собравшиеся возложили цветы к мемориалу журналистов, отдавших свою жизнь за свободу слова. Epos bayna, bayna, نص خيناها دعيت العين برش سون سيرة دخ برش بيوش بر وش كامش مش نرش تاع بقلا تذكر مخنا قومنا غوق الأربع يبقى دوزي تريح تاع تيب شين شاش شين سينوش شاش قواسي برش. Память погибших журналистов почтили и в ЧГУ имени Ахмата Хаджи Кадырова. Студенты филологического факультета рассказали в своих докладах о сотрудниках СМИ, погибших во время военных конфликтов. В мероприятии приняли участие общественные деятели и журналисты региона. Также в рамках встречи состоялась фотовыставка и концертная программа. Мероприятие было организовано Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации при содействии ВУЗа. Это мероприятие вновь и вновь доказывает нам и показывает, что журналистская деятельность – это, несмотря на деятельность освещения, информирования населения о событиях значимости, это также и опасная профессия, в рамках которой люди жертвуют самым ценным – это своей жизнью. Родственникам бойцов, погибших в зоне проведения СВО, передали медали Героя Чеченской Республики. Указ о награждении военнослужащих посмертно подписал глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. В честь павших в бою также установили памятные доски. Подробнее в сюжете Дианы Хармуш. Честь, отвага и мужество – этими качествами отличались бойцы, погибшие в ходе СВО. Почтить их память собрались сотрудники администрации Шалинского района и родственники военнослужащих. Родным погибших участников специальной военной операции вручили медали Героя Чеченской Республики. Награды передал глава администрации муниципалитета. Он выразил слова соболезнования семьям. Высшее звание Герой Чеченской Республики бойцам присвоили указом главы региона Рамзана Хаджи Кадырова. Вручение медалей проходит во всех районах республики. В числе родственников, которым передали награды, житель Шалинского района Хасмагомед Джабаров. Его сын Салах погиб при исполнении воинского долга. Награждение я шагул делал масочт
نوشي بچالقي رعقول بين رمزان أحمدович كديروس مسانا نجرجينش هنا مسانا ديريسل بيلشير مسيري دالاز وقت قبل دويل إشت زوانش الله ترجو يشو ديريز رمزان أحمدович ناهليل إش مسانا أدمنسترации ода мелочана масан дересл далте аберт кейлох белх. После награждения сотрудники администрации Шалинского района установили памятные доски на стенах домов, в которых проживали бойцы. Также их именами названы некоторые образовательные учреждения и улицы региона. Так, имя Исмаила Шамсудова, погибшего в ходе СВО, носит одна из школ Шалинского района. В 2003 года отошли милиция, вот из-за 2003 года колхоз было, что того что канта, что лазот был, лазот, хербокой массу уикенды. То она пошла медаль Героя Чеченской Республики Элира, и то она медаль Айлерин табличка дату она. Дерес когда Эрсон что почана Google важно, что торгуешь, ладуешь, мела. Также в честь военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, в школах республики установили мемориальные плиты и информационные стенды. Учащимся учреждений рассказывают о патриотизме бойцов и о мужестве, проявленном в бою. Подвиг героев, не пожалевших жизни ради Отечества, навсегда останется не только в истории страны, но и в памяти людей. Диана Хармаш, Адам Арсенукаев, Аслан Висхаев. Неделя. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. До встречи.